Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Сегодня с вами я, Карепина Наталья Александровна, учитель начальных классов и учитель-логопед, и моя коллега. Неслышащий сурдопедагог. Степень нарушения слуха. У меня тотальная слуховухость. По этой причине индивидуальный слуховой аппарат для использования не фиксирован. Возраст потери слуха 5 лет. Контакт с окружающими. Чтение с губ. Письменная речь. Контакт со своим микросоциумом. Жестовая речь. Тема сегодняшнего нашего вебинара – развитие речи как один из факторов успешной социализации детей с нарушениями слуха. В современном обществе назрела проблема отсутствия речевой культуры. Говорить модно, засоряя свою речь оборотами, не значит говорить красиво. Это связано с информатизацией и компьютеризацией жизни, с тем, что ослабел интерес к книге у детей, и как следствие наблюдается оскуднение речи. Поэтому тема развития речи очень актуальна. И научить детей с нарушениями слуха говорить легко, правильно, Читайте с листка презентации. Говорить красивый экран. Продолжаем. Просим прощения за небольшие неполадки. Продолжаем. Так, умение говорить красиво и грамотно – это ценнейший дар. Он помогает человеку добиваться своих целей. Легче адаптироваться к любой ситуации. Это шаг к более высокому социальному положению. Именно хорошие манеры и красивая правильная речь помогут нашим детям стать успешными и социализироваться в современном обществе. Конечно, для начала дадим определение, что такое социализация. Под социализацией понимают процесс усвоения человеком социального опыта, приобщение его к общественным отношениям. В процессе социализации личность приобретает качества, необходимые для жизни в обществе, усваивает определенные ценности и формы поведения. При этом человек сам активно участвует в освоении норм социального поведения и межличностных отношений. Содействовать успешной социализации детей с нарушением слуха – это одна из важнейших задач учебно-воспитательного процесса. Специальных коррекционных общеобразовательных учреждений для большинства наших воспитанников основой социализации закладываются в условиях школы-интерната. Именно здесь формируются многие важные навыки, необходимые нашим детям. И успешность социализации зависит от многих факторов. Особое место среди них занимает уровень развития речи детей с нарушением слуха. Какие же факторы влияют на развитие речи детей?
Ну, конечно же, это степень снижения слуха. Чем больше у ребенка снижен слух, тем сильнее страдает речь. Если снижение слуха незначительно, то и отклонения речи не резко выражены. Также такой фактор, как время возникновения нарушения слуха. Чем оно раньше возникло, тем тяжелее расстройство речи. Условия развития ребенка после возникновения поражения слуха. Чем раньше принимаются специальные меры для сохранения и воспитания нормальной речи, тем, естественно, и результат лучше. Ну и общее физическое и психическое развитие ребенка. Ребенок физически крепкий и психически уравновешенный всегда будет говорить лучше, правильнее, чем менее крепкий. Развитие речи и навыков общения в школе-интернате происходит непрерывно, начиная с утренних режимных моментов, где встречают каждого ребенка пожелания доброго утра, простой беседы о их самочувствии. Все последующие действия режимных моментов расшифровываются. Например, ребенок идет умываться, мы его спрашиваем: что ты сделал? И он отвечает: я умылся, я почистил зубы и так далее. Продолжается развитие учебной деятельности. Именно в специализированной школе, помимо основных образовательных предметов, есть коррекционный блок, в котором особое место отводится формированию, развитию и коррекции речи. На уроках по всем учебным предметам детям с нарушением слуха не только даются знания по изучаемой теме, но и проводится обязательная работа по закреплению навыков правильного звукопроизношения через такие формы работы, как фонетические зарядки, работа по развитию слухового восприятия, формирование навыков самоконтроля за произношением. Помимо основных уроков, с каждым ребенком проводятся индивидуальные занятия, на которых происходит формирование правильного звукопроизношения, развитие комплекса речевых умений в условиях интенсивной работы по развитию слухового восприятия, развитие умений контролировать качество собственного произношения. Учителя-дефектологи работают над голосом, речевым дыханием, звуками, их сочетаниями, словами, фразой. Тематика занятий связана с материалом по учебным предметам, но и также берутся темы из жизни, связанные с бытом детей. Например, семья, мои друзья, мой отдых и так далее. Важное значение в школе для детей с нарушениями слуха отводится таким предметам, как уроки предметно-практического обучения или ППО, на которых дети называют объекты работы, материалы, инструменты, проговаривают ход своих действий и отчитываются о проделанной работе. Эти уроки очень значимы, так как только в практической деятельности формируется активный словарь и речевые навыки. Также уроки социально-бытовой ориентировки или СБО, на которых обучающиеся в активной деятельности с педагогом осваивают социальный опыт в процессе разных видов деятельности и практических работ, и экскурсий, и игр, и бесед, упражнений, тренингов. Занятия по фонетической ритмике, на которых работа над развитием речи и произношением сочетается с движением тела. Такие упражнения содействуют развитию речевого дыхания и связанной с ними слитности речи. А также развивает мелодическую и интонационную сторону речи.
Образовательный процесс по развитию речи плавно переходит и в внеурочную деятельность, где общение происходит на занятиях или в естественной ситуации, в процессе непосредственного общения, например, в спальне, в столовой, в библиотеке, во дворе, на спортивной площадке, в актовом зале. Мы везде разговариваем. Речевые ситуации либо специально создаются педагогом для закрепления и усовершенствования речевого общения, либо используются естественно возникшие. Как пример работы по развитию речи во внеурочной деятельности возьмем классный коллектив, с которым мы работаем. Хочется уточнить, что в этом коллективе дети с разной степенью нарушения слуха. Есть слабослышащие с индивидуальным слуховым аппаратом, есть глухие с кохлеарным имплантом, и глухие с индивидуальным слуховым аппаратом. Работая над формированием, развитием и коррекцией речи, мы учитывали степень нарушения слуха, речевые способности, среду, в которой ребенок рос до поступления в школу. И для того, чтобы иметь представление о речи с первого года обучения, мы покажем вам видео. Репка. Сейчас она грузит. Хочется сказать о том, что в этом видео ребятки первого года обучения, но срок обучения прошел в 1/4, да, где дети научились уже дактильной речи, да, элементарно применять эту дактильную речь, считывать дактильную речь с педагога. Вот, внимание на экран. Сейчас он откроется. Ты покажешь, Сейчас, продолжай говорить. сейчас я покажу сразу. Говорит-то. Считывает, вот дактилирует. Мне хоть за показ. Да. Говорящий. Который? Который сейчас кошка? Глухой абсолютно.
Не надо. Следующее. Из видео видно, да, что уровень развития речи еще находится на очень низком уровне. Уровне, да. Да. Мы тоже говорили. Для формирования развития речи и навыков общения во внеурочной деятельности используем самые разнообразные формы. И любое наше воспитательское занятие начинается с фонетической зарядки, на которой решается множество задач. Это и развитие слухового восприятия, и работа над голосом, и правильностью произношения, и лексические значения слов и так далее. Вот сейчас покажем вам небольшой фрагмент. Покажем небольшой фрагмент нашего занятия именно с фонетической зарядки. Вы увидели фрагмент фонетической зарядки, и прекрасно было видно, что мы не просто проговариваем, а добиваемся того, чтобы дети поняли, да, о чем они сказали, запомнили, правильно произнесли, но и высказали свое мнение высказали свое мнение, что же обозначает это слово. Вся работа, мы используем разные формы.
Например, сюжетно-ролевые игры, которые моделируют различные жизненные ситуации. В процессе игры учатся выполнять различные социальные роли, договариваться о правилах игры, о распределении роли. Но этому предшествует большая работа. Ведь для того, чтобы ребенок с нормальным слухом играл, ему просто можно посмотреть, запомнить, перенести данные действия в игру. Но для наших деток с нарушением слуха это целый процесс. Для начала мы Ездим на экскурсии. ходим на экскурсии, знакомимся с врачом, знакомимся с его работой, заучиваем необходимый словарь для того, чтобы применить его в игре, заучиваем диалоги, знакомимся с деятельностью того или иного специалиста. То есть приводим к тому, чтобы ребенок, придя впоследствии в больницу, знал, что для того, чтобы попасть к какому-то врачу, ему необходимо вначале прийти в регистратуру, завести карточку или взять карточку. Да. И только потом вовлекаем детей в игру. Конечно, ребенок может самостоятельно манипулировать с какими-то предметами, зная, для чего нужен шприц, зная, для чего нужен градусник. Но наша главная задача, чтобы все это он мог оречевлять и применить в дальнейшей жизни. Вот как пример, у нас диалог, который изначально заучивается, прежде чем применить его в самостоятельной игре. Ну и небольшой фотоотчет. Экскурсии на предприятия, город, в театр, музей, библиотеку. В ходе экскурсии дети учатся навыкам общения с окружающими, культурному общению в условиях того или иного учреждения. Встречи. У нас проводятся встречи, соревнования, фестивали, конкурсы со слышащими и со взрослыми, которые приходят к нам в гости, которых мы приглашаем. В соответствии с интересами и возможностями детей с нарушениями слуха, что способствует овладению различными способами социального поведения, нужными средствами речевого общения. Дальше. В процессе совместной деятельности со слышащими глухие и слабослышащие школьники учатся обращаться за помощью, выражать и отстаивать свое мнение. Считаем, что интеграция в среду слышащих – одна из наиболее эффективных форм работы по социализации детей с нарушениями слуха. Также ни для кого не секрет, что развитие речи детей неразрывно связано с развитием мелкой моторики рук. В своей практике мы применяем множество таких заданий. Это и задания с прищепками, пластилинография, и работа с нитками, и очень много-много другое. Вот сейчас мы хотим показать вам небольшой сюжет того, как пример связи мелкой моторики рук с развитием его речи. Я не помню. Да. Где к? Кошонок, коза. Лёша, еще раз прочитай. Да. Еще раз прочитай. Прочитай, что тут написано. Кошонок, Еще раз. кошонок, котенок. Котенок. У кого, малыш? У кого котенок? Тут кто? Шрамок.
Прочитай. Прочитай. Котенок. У нас часто проводят общешкольные мероприятия. Мы привлекаем своих воспитанников, участвуем во всех мероприятиях, концертах, праздничных забавах. И вот сейчас хотим вам показать небольшой сюжет, видео речевой конференции. И хотим немножечко уточнить, что вот данное видео снято уже на 2-м году обучения наших деток. Это те же самые детки, которых мы вам представили со сказкой «Репка». И хотим обратить ваше внимание на уровень их речи спустя 1,5 года обучения в нашей школе. Здравствуйте, гости дорогие! Мы очень рады видеть вас сегодня в этот день весенних. Хотим порадовать мы вас. Ребята первого класса покажут сказку. Вам сейчас сказка «Качан капусты». Ребята, а для начала скажите, а что такое качан? Правильно, это капуста. Это головка капусты в форме шара, круглая. Итак, мы сейчас с вами увидим сказку «Качан капусты». Вот и осень наступила, в огород теперь пойду. Там ведь много урожая. Сейчас его соберу. Все на грядках уронилось и картофель и морковь, свекла, лук, капуста. Видео долгое, 6 минут. Просто хочется показать, что все дети стали говорить хорошо. Тыква. Кабачки. Горох. Да, я тут предложила. Сюда, вот так, пиво. Урожай у нас неплох. Ой, совсем меня забыли. Скучно здесь не одному. Убегу я с огорода. Может, кому-то помогу. Надо перематывать. Сонечка пищит. Кота, кота, кота.
Съешь ты листики мои, ну и больше не грусти. Спасибо, Чан-Чан, Качан. Ой, как я похудел, но зато зверям помог. Делал много добрых дел. И спасибо говорим за все. Тебя благодарим. Следующий. Смотря на видео, да, мы увидели, что развитие речи детей, конечно, набирает свои обороты. Внеклассное чтение для детей с нарушением слуха имеет глобальное значение. Покажем это на нашем примере. Так как большинство обучающихся в наш класс поступили с активным словарем чудесных слов, мы начали работу с пополнением их словаря по картинкам, с ежедневным заучиванием слов по темам, например, одежда, еда, мебель, школьные принадлежности и так далее. Потом перешли к заучиванию словосочетания, и только потом к небольшим текстам. Хотим показать вам материал, да, как мы учимся пересказывать. Конечно, нашим деткам тяжело, и для того, чтобы они научились пересказывать, нам вначале необходимо этот текст заучить. Вот небольшой сюжет на эту тему. В данном сюжете мы просмотрели девочку, у ребенка глухота с кохлеарным имплантом. Вот, видно, что то, что ребенок заучивает, не используя наглядность, для нее это было тяжело. Но все равно вспомогательным средством она пользовалась дактильной речью. И видим в продолжении то, что было наглядно, для нее это было уже более легко. То есть она видела картинку, и она могла по этой картинке уже описать ее. Дальше работа с текстом начинается с прочтения вслух, с контроля над произношением.
И после этого разбираем каждое предложение на понимание смысла. Все действия предложения озвучиваются и показываются. После такой практики уже можно переходить к небольшим художественным произведениям. Как мы работаем с произведением? Сначала мы знакомимся с автором. Краткий рассказ об авторе, с фотографией. Потом читаем произведение вслух. Здесь читают по очереди по абзацам. Один человек читает, все остальные читают про себя и на слух отслеживают читающего. Контроль произношения, ударения со стороны взрослого обязательно. Потом отвечаем на простые вопросы, например, о чем рассказ, кто главный герой, кто вам понравился, кто не понравился, почему, когда это было. Каждый ответ комментируем и предлагаем, как сказать лучше. Выписываем новые слова с доступным объяснением. Приводим примеры замены этих слов другими, более простыми словами. Потом делим текст на части и работаем по абзацам. В абзацах выделяем главную мысль. И каждый высказывает свои предложения и объясняет, почему так думает. Абзац нужно инсценировать, то есть распределить по ролям, самостоятельно или по желанию детей. Детям такая самостоятельность очень нравится. Потом предлагается пофантазировать, например, над прочитанным. Продолжить рассказ самостоятельно. А вывод по абзацу записываем. Это уже план. Нужно с опорными словами. И задают наводящие вопросы на внимательность. Например, чем пахло в лесу зимой? Ответ смолой и хвоей. Как бы ответ лесоруб. Не все, конечно, сразу могут найти ответ. Кто считает внимательно, тот может ответить. Кто не может внимательно, слушает ответ других. Например, лесоруб ответ тепло. Почему тепло? В валенках и в рукавицах. Имеем употребление и описание. Например, сравнение. Снежинка, как кружево. Позолотевшее небо – это небо ранним утром. Льняные цветы – это морозный узор и так далее. У каждого из детей есть свой читательский дневник. Вот такая тетрадочка, куда мы записываем слова, их цвет. Делаем рисунки. В общем, пишем все о произведении. Покажу вам пример опыта описания. Сказка о рыбаке и рыбке. Ребенку было задание описать своими словами внешний вид старухи-дворянки. Прочитаем, как он написал. Грамматическое строй я не меняю. Это то, как он сам это представляет. Так он пишет. Старуха надела блузы из жемчуга. Красивая, богатая шапка. Жилет туплые, богатая. На ногах сапожки. Красивая, богатая. Старик увидел, как старуха мода, еще пульса золотая. Вот примерно так. После этого мы, конечно, ведем работу над ошибками. Предлагаем, как правильно оформить свою запись. И рисунок делаем обязательно.
По плану нужно пересказывать. Еще помогает рисунок. В рисунке просчитанном нужно увидеть, как ребенок представляет то, что он прочитал, о том, что он понял, насколько развито его воображение. И это хорошее побуждение к фантазии. Что же вообще дает нам внеклассное чтение с детьми с нарушениями слуха? Ну, во-первых, ребенок овладевает различными видами речевой деятельности: и чтением, и письмом, и говорением, и слушанием. Лучше осваивает грамматический строй речи в связи с особенностью памяти. У детей с нарушениями слуха зрительная память лучше слуховой, поэтому мы и говорим, что все, о чем мы прочитали, он зарисовывает. Ему потом в дальнейшем легче по рисунку рассказать о сюжете прочитанном. Становится грамотным читателем, то есть вырабатывается стойкая привычка к чтению. Речевой словарь становится богаче и разнообразнее, а также формируется речевое поведение. Учится думать, анализировать, сравнивать, высказывать и отстаивать свое мнение, делать выводы, описывать что-то или кого-то, или свои чувства, переживания, выражать эмоции и воздействовать на окружающих. Вот из всего вышесказанного и вышепредложенного видно, что процесс социализации детей с нарушениями слуха требует системного, комплексного подхода, единой программы непрерывного образования, охватывающей все направления и всех участников образовательного процесса. Проблемы социализации решаются только через включение глухих и слабослышащих детей в доступные области бытовой, индивидуальной, общественно значимой деятельности с учетом их личных интересов и возможностей. От уровня развития речи и сформированности навыков общения зависит успешность социализации детей с нарушениями слуха в обществе и самореализация их возможностей и способностей. Уважаемые родители, может, у кого-то из вас есть в семье особый ребенок, в данном случае ребенок с нарушением слуха, то принимайте своего ребенка таким, какой он есть, и не стесняйтесь этого. Всегда подстраивайтесь под ребенка. Осваивайте любые виды речевой деятельности, которые доступны и понятны вашему ребенку. Это устная речь, письменная речь, тактильная речь, жестовая речь. Большая ошибка — подстраивать ребенка под себя, желая видеть его таким, как вы. Кто, как не вы, главный учитель. Не забывайте о присутствии вашего ребенка. Давайте речевую информацию любым, понятным ему способом. Четкая артикуляция или одним из видов доступной для ребенка речевой деятельности. Любые действия сопровождаются речью и вместе читайте. Ну и на этом мы заканчиваем свое выступление. Надеемся, что наша информация оказалась для вас нужной и полезной. Если возникнут вопросы, пишите. Обязательно ответим и встретимся еще раз. До новых встреч. Спасибо за внимание.